прямом эфире программа «Новости», в студии Луиза Хатылова, и вот чем запомнился уходящий день. Обновление медицинского автопарка. В ближайшее время он на новый уровень работает с за короткое время он даже больше радовано изменения до конца года. Республиканские станции скорой медицинской помощи пополнились на 13 машин. Чечня впервые примет участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». В первую очередь мы подготовили специалистов для того, чтобы они могли давать ту профессионализм, который необходим для обеспечения безопасности государства, народа, региона. Республика презентует учебный центр сил специального назначения. 3 года кропотливого труда, и воздушное судно готово к полету. Самолет хороший, никаких вопросов нет. Конструкторскому замыслу вопросов нет. Чеченский авиаконструктор Пахрудин Мусаев построил экспериментальный самолет. Автопарк республиканских станций скорой медицинской помощи пополнился на 13 машин. Ключи от автомобилей вручил лично глава Чечни. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров отметил, что новый транспорт – хорошее подспорье для лечебных учреждений, так как 70% автопарка Министерства здравоохранения считается устаревшим. По словам Кадырова, важно правильно эксплуатировать транспортные средства, а работникам скорой помощи необходимо постоянно повышать квалификацию. Tahana koittoon skiltsdaane kell novesse berodene jostuadaane izaven jokpatspori dansudele we hoskette oka bolchagdaan ja bolbil bolchag tak jalla daane ta khulida shiturneg mogshoch skilts tsung hausen tak tsun ordswel wutsen iet wutsen daane is حاجة لوش دانا تون ديخر ديش ألا أكا أوش كدوه دانا أكا دامو لا دانا ودول تيشتو وزروهرنين دانا ближайшее время на новый уровень работают с хашикуяц أكا за короткое время даже больше радона изменения шины أكا до конца года киирю أكа в год 2-5 дана программаю дана даму ла дана wij maken именно wij maken beeldspraak wij maken необходимо велше лечение вел ходон хелчидона и wij maken jelulu alweer tiestu дамула дона wij дона больница ослещение wij иду дорог дона wij duurspel students luurs цардона когда развиваться на диско как я здесь дуешадон их здесь белых спешл дон цанахдона ацевисдона и заинтересованы халвис муссуна хушош профессионал универсал халвис дон ширдона направленность дон централ садеха дальше дона цоншен логизари так цель дон охи хаусари так правильно дон техник использовать дон. Кареты скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, и наборы для оказания реанимационной и акушерской помощи. До конца года, по словам министра здравоохранения, планируется приобрести еще более 40 машин. Здесь вся необходимая помощь. Дефибриллятор, вот, монитор, это дефибриллятор, отсасывать, там искусственный аппарат вентиляции легких, кислород. Все необходимо. Все необходимо, да? Да. Такие машины есть у нас вообще, будем иначе? Вот так оснащенных нет. Таких нет, да? Главврач скорой помощи говорит, таких машин нет. Не было, да? Не было. Мы еще ждем 49 машин. Еще таких 49, да? Да. Это Б-класс? Да, это Б-класс. 1 С-класс, ну он здоровый. Ну это Б-класс, они самые современные. Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения проинспектировал строительство нового здания родильного дома. В ходе проверки глава республики указал на недочеты, которые потребовал исправить в кратчайшие сроки. В больнице должны быть созданы все необходимые условия и комфорт в первую очередь для пациентов. На данное время здесь продолжаются отделочные работы. В роддоме 250 коек, диагностический центр, рассчитанный на 350 посещений в день. Кроме того, есть оперативное гинекологическое отделение на 60 коек, палаты по
пока пустуют, однако в скором времени они будут оснащены современным оборудованием российского производства. Кадыров уведомил о следующем визите с проверкой, и к этому времени все недоработки должны быть исправлены. Projektu istiron Ramzan, na oileron açtı yok ama varsa. Союзанчена, Развитие культурной сферы, уровень сельского хозяйства и повышение зарплаты населения. Эти темы стали главными на совещании Рамзана Кадырова с руководителями различных министерств и ведомств. Глава региона высоко оценил работу Кабинета министров, ведь, несмотря на сложную экономическую ситуацию, республика реализовывает масштабные проекты. Все подробности у Амины Магомадовой. Начиная с совещания, глава республики отметил необходимость улучшения качества предоставляемых услуг культурного досуга для жителей республики, поскольку некоторые граждане до сих пор продолжают выезжать за пределы, когда мест для отдыха в республике хватает. Главное жизни удовольствие ходящих из-за года баламеткш, бешен детский сад, школа, спортивные объекты, культурные и плюс их количество населения, культура жизни населения, хити еще массу более напряженный, и alla хити адмидан. Чу дольше, само дольше, дюлуш, концерты, дюч, и штат for Adam обязательно шавиги по статистике хаш, خلوال فون شавиги морд ау. حالات Турция, Дубай, Европа, Краснодарский край, Моссумета, Дагестан, حالات شавиг морд ау. А парке بير أروالر أول إذا الكولتوريات في كونسرت يوان ستور بلاد كونسرت وغير فوتبول وغير تقريبا ساعة نرمان ساعة شيء شيء دان هاي لا ودورس هاي بير أسبوع لا شيء تبجي نهينتي دان شن دان بريوكاتي بس في نهدان أبيزات لما تعم دين دعبة أنا يبي أضخيات لم شو واحد هاي كيك دان يا ما ين دان هز حبيرشن واحد دان يشوف هيك واحد سمو دار ده ميتشوا ان شلا ويسن لمنش كخدمة صحيات دان شيء لو شيء وي ملك أدخل وي ملك جوبك حادولي وي لمنش كا وي برودي هاوس إذا خدمة صحيات. В своем выступлении Рамзан Кадыров сообщил, что работой министерств и ведомств в текущем году в целом доволен. Здесь же он отметил финансовое ведомство, которому удалось оперативно исполнить поручение об увеличении заработной платы муниципальным служащим. Председатель министр Набаркал Дерис Алад, вы мааллер зарплаты тухшон, нах муниципалитет надо мазадона, вы мааллер дон первый дон распределение тайна, его в последующем с 2017 года дон, его какие-то годы дастон, так вы как мы обещали доном, вы по СКФО дона, вы зарплаты мааллер нахватор дуй дон, так сколько тайна и дастон. И благодаря дона. Бог дона правильно строит продукт дона, так воен махар дона, воен любое изменение чьи дона, воен федеральный центр дона, хар сократить хар изменение его хар дебош, а воен на самом деле дона, це требование шкалцеёш, це воен претензия счёч, так дона, воен та зарплата это вот из-за дона. Вы уже внутренний резерв, такая возможность использовать те, что дополнительно налоговые, не налоговые, базу увеличить те, что вы зарплате, халдах возможность, это правильный подход, когда вы там бухтали совещание, так, Министерство финансов уже начало правильное направление работы. 2016 год, если мы закроем, в 2017 год сложность не уходит, уже исходя из этого мы должны строить работу. Мы обязательно должны выполнять все социальные обязательства. Мы там по майским указам президента пятерку ходим по России. Полностью зарплачивать этого молодого мада. Мы все свои обязательства и поручения руководства мы выполняем. Натянут их 1 сентября. Гюрию нахшей лачкетчина, лачли родизна. Как диз. Вы lämnas desto десятки сотни тысяч медона бенчкаб юсхикаб меткшуй дастон
как бы мы ни хотели, тигр ахчады, ой, миллиардер, багдас, хурштат из Андалом, да, действительно, если исходить из ситуации, ой, кожалый, чулы, тахчула, латнаш, ой, лило, дендоч, уже спор, что шене латнаш, лобош, тяболь, спокой, да, снах, ну, вы хинстон, ляннашка, дух дикметричу карту, лило, Жан Копас, ну, был холило, заниматься для фотографии, сельскохозяйством, дух холило, латнаш, дух дон, того да благоприятный дождь, там благородный дождь, а мы да что, я лат захан дон, ой, ахег диш, ахег лачан, ой, семинар что ой, первую помощь там оказать и люди дон по программе царочи дон, даже спорт дон, разные дон, программы что есть нахан дон, ахег ардис ой das. Ахег дон, ахег чи дон, кан калер да, я калер царл и сам халом дон. Я вен дон, муж мадей дон, любой метамет мох мбалан дон, все. Урожай галма ялан, любой цан мета, уже не хватка дон, урожай дон. Продукт питания дон, ахмен своин хая что поставлять еще меткишка дон, сигар из даелин, все, он регион, уже не хватка, уже дон, стоимость дон, хали дон, он хочет не хочет дон. Хай бьеша, он хай картуал хилч, хуах хилч дон, все может як хилч дон, хай хач хилч дон, уже дон, он стоимость продукт питания дон, настолько он важно хряцкий дон. Und das ist auch ein Jahr, halt eine Bolle. Da oder wurde sich alle heraus dann, in ja im Urlaub alles war. Ja да. Dann doch был nach Bergspol, на самом деле у кого есть возможность, цель огородчу, цель делаешь, dann башмашу. غير خلوا على الفوق تقول شن ساعة огород яц, تعمل له شوات. Глава республики в своей речи также подчеркнул, что слово «честь» и «достоинство» должно стоять на первом месте в воспитании нашей молодежи. В этом направлении должны работать все ведомства республики. Воспитание этих качеств – важная задача также и для средств массовой информации. Министерство печати обучает, да, информации, я на сахару, меня телевидение обучает, я вухар, я да, ну и ночью мы думаем, да, чтобы донести до них, что мы чеченцы, мы не так жили, вы махдахчи, мухальчи, яхбох, что дырк вы мусульман, лодер хамил ахквеш, беру, собака цветет, كي زين بيرو داج ونداجي دون إز هدو خارق زين بير لحدون دا دون ميكش لوتش خارق دون إز يحدو خارق فكيسن بعجولات يحدو خارق هيت على لوزر أحسكوا صح لو ماريا باباكن وعدي زودري بالو باباكن أنتي إيش حال خوين باكن نسكل حلا خوين باكن نش أبيت لوش دون وسبب دي هي إز فكيسن بعجولات يحمدو إداس استوك ودي غير نختار دون بيخدش دون يموتل يزدوش دوتون представление яце ويدايش وين تشيلن يحبا عندوش لاتشن دو دائما لاتش دو دون из يحوى لري يزوي دون سندل دون из ويغ حتى ياكوش تاوين بريبسات بين بول نحبو تسار دون هودو تسار بول ناخي وي تليل دوش ميلا وي ام لرد هاوس ديز وي دون هي اوتسل دون حال تادل حدوش دوش نياها اوتسل دون وي قلديرو ستا زي ما خلوت اخوات شوي قيقلديرو ما داوي سيخ ميلا اشتان молодежной политики, культуры, مسارة образование, يلا حوصل يحبوشلهم ده يلا وزن يلا بوشلهم يلا ريشلونه يوي بيش بالبوخ وين ميل ده شو غالنش ويح وينش يوشيس يتشوع داخ ويقام دين تيدوش يلا كي يقول لك إيمان يحلش ويداتع Также глава республики напомнил о празднике Ид-аль-Адха. В этом году мусульмане отметят его уже на следующей неделе. Далее совещание продолжилось уже без Рамзана Кадырова. Члены правительства обсудили 19 проектов постановлений, касающихся экономики и социальной поддержки населения. Все эти проекты в ходе заседания были утверждены. Амина Магомадова, Ясмина Гацаева, Алаш Аздамиров. Новости. Калининград, Сирия и акция Роснефти. Владимир Путин дал большое интервью международному информационному холдингу Bloomberg. Полная версия беседы главы государства с журналистом агентства опубликована сегодня на сайте kremlin.ru. Президент ответил на вопросы о спорных территориях, о судьбе евро и курсе рубля. Также о науке и отношениях с президентом США. Всего было задано около 50 вопросов, среди которых был вопрос и о Чеченской Республике.
Мы же не должны забывать, что там было совсем недавно. Там на рынках открыто людьми торговали. Там господствовали представители международных террористических организаций, включая Аль-Каиду. Людей обезглавливали. Мы что, все это забыли, что ли? Нет. А тот же глава Чечни сегодняшний, Рамзан Кадыров, он в так называемую Первую Чеченскую войну с оружием в руках воевал против федеральных сил. Это ведь очень сложная большая трансформация. И причем, когда его отец сначала, первый президент Чечни, а затем он сам, они пришли к выводу о том, что будущее Чечни связано с Россией, они же сделали это не под давлением какой-то силы. Они это сделали по внутренним убеждениям. Я прекрасно помню свои первые разговоры с отцом Рамзана Кадырова, с первым президентом Чечни. Он мне прямо сказал, он мне тогда сказал, я был премьером тогда, в 99 году, что мы видим, что будущее Чечни не может быть отделено от России. Иначе мы попадем под зависимость других сильных мира сего. И там нам будет хуже. Но главное, вот я это тоже очень хорошо запомнил, чтобы вы нас не предали. Вот тогда была очень сложная ситуация. Там федеральный центр вел себя непоследовательно. То там наступал, то отступал, то с чем-то соглашался, то потом рвал договоренности. Чеченскому народу нужна была последовательная, ясная позиция центральной власти страны. Но надо не забывать, через какие трансформации прошли эти люди. И если сегодня... Да, мы подписали договор с Чечней. Этот договор находится полностью в рамках Конституции Российской Федерации. Но у нас федеративное государство, и у нас члены Федерации наделены определенными правами. И это, как мы видим на примере Чечни, не разрушает, не разваливает страну, а наоборот объединяет ее. Да, конечно, наверное, многое еще нуждается в совершенствовании. Многое нуждается в том, чтобы вот эти тяжелые события середины 90-х годов забылись и окончательно зарубцевались. На все это нужно время. Я уверен, что мы будем укреплять свою внутреннюю политическую структуру и экономику. И просто никаких сомнений у меня в этом нет. Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула. Мы будем только идти вперед и только укрепляться. Чечня впервые примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Самый масштабный показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники пройдет в Москве. Ежегодно в нем принимают участие представители свыше 50 стран мира. Чеченская делегация уже разместила свой стенд на выставочной площадке. Это проект Международного учебного центра сил специального назначения, который строится в Гудермесе. О нем расскажет Рамзан Керимов. Аналогов не имеет. Такую характеристику дают все военные эксперты Международному учебному центру сил специального назначения в Гудермесе. Строительство объекта ведется на территории более 400 гектаров. Многофункциональный комплекс состоит из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. На базе создается полностью автономная обслуживающая инфраструктура для комфортного пребывания, включающая гостиницы, рестораны, кафе, а также магазины экипировки. Здесь могут одновременно проходить обучение более 1000 человек. Идея создания Международного учебного центра полностью принадлежит главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Будут площадки абсолютно для всех направлений. Это и огромный дайверский центр, это и авиационная составляющая, и стрелковые галереи, как открытые, так и закрытые. Это и тактический город, в котором будут абсолютно все объекты инфраструктуры для боя в городе, для освобождения заложников от террористов.
Говоря о многофункциональности военно-учебного комплекса, Даниил Мартынов нисколько не преувеличивает. Масштабность проекта просто поражает. В главном здании центра расположится один из крупнейших в мире крытых тиров площадью более 4000 квадратных метров, состоящий из 6 стрелковых галерей длиной до 45 метров. Для реализации направления воздушной подготовки в центре готовится не менее внушительная инфраструктура, которая включает в себя 2 взлетно-посадочные полосы. В основном здании блока воздушной подготовки будут расположены парашютно-десантный комплекс, летная школа и диспетчерский пункт. Также на территории центра строится здание аэродинамического комплекса для обучения и тренировок в вертикальной аэродинамической трубе диаметром 5 метров, оборудованной зрительным залом на 220 посадочных мест. В главном здании также расположатся 2 крытых бассейна, один из которых будет иметь глубину 20 метров. На территории центра создается и тактический водоем глубиной 10 метров, и это лишь малая часть. Международный учебный центр сил специального назначения по завершению строительства в 2018 году станет самым большим и современным в мире. Помимо всего прочего, здесь также будут проходить спортивные соревнования различных уровней. Там смогут тренироваться у нас, кроме как военных, также и гражданских. У нас в центре будет порядка 12 спортивных федераций. Это и федерация по парашютным видам спорта, федерация практической стрельбы, пулевой стрельбы, федерация по дайвингу, а также многие другие военно-прикладные федерации. Уже сейчас у нас активно выступает, тренируется сборная Чеченской Республики по парашютным видам спорта. И, кстати, вот в данный момент они сейчас улетели у нас на чемпионат мира в Америку, в Чикаго, для того, чтобы представлять Российскую Федерацию на этом крупнейшем соревновании. Значимость комплекса для обороноспособности страны и борьбы с терроризмом невозможно переоценить. Учебный центр сил специального назначения станет единой платформой для международного обмена опытом между специалистами министерств и ведомств, повышения квалификации, подготовки новых сотрудников и офицерского состава. В первую очередь мы подготовили специалистов для того, чтобы они могли давать ту профессионализм, который необходим для обеспечения безопасности государства, народа, региона. И для того, чтобы любые специалисты любого профиля могли приехать и получить те навыки, которые необходимы. Хочу сказать, что аналогов подобных учебных центров в стране нет. И он будет уникальным именно тем, что здесь в одно время под руководством инструкторских групп, инструкторских отделов несколько подразделений, не то что с разных территорий страны, а в том числе и из разных силовых ведомств, смогут отрабатывать как свои автономные задачи, так и задачи по взаимодействию. Гудермесский комплекс уже привлекает внимание военных со всего мира. Представители силовых спецподразделений из десятков стран изъявляют желание сотрудничать с республикой и готовить свои кадры в будущем в самом лучшем международном учебном центре сил специального назначения. Из регионов Российской Федерации в этом году здесь представлена Чеченская Республика, на которой будут продемонстрированы возможности Международного учебного центра сил специального назначения, на котором могут пройти тренировку бойцы из самых разных стран. И мы очень надеемся, что это даст толчок к тому, чтобы филиал этого центра появился здесь, в парке «Патриот», уже в самое ближайшее время. За последние годы правоохранители республики достигли высоких результатов, о чем свидетельствуют успехи сотрудников на международной арене. Чеченские бойцы в прошлом году заняли первое место на чемпионате мира среди спецподразделений, а в апреле 2016-го правоохранители впервые десантировались на Северный полюс. Представители других государств, в свою очередь, приезжают в наш регион для обмена опытом. Международный учебный центр в Гудермесе станет новой вехой в подготовке высоких профессионалов, готовых защищать Родину в любой точке земного шара. Рамзан Керимов, Джамал Хаджалиев. Новости. Политолог Руслан Мартагов нашелся. Мужчина здоров и невредим, несмотря на ожидания либеральных СМИ. Весть о его исчезновении встревожила не только его семью, но и пробудила интерес у оппозиционеров. Они сразу же привнесли в историю свои краски и даже начали обвинять в его пропаже руководство Чечни. Тем временем сам Руслан Мартагов вполне приятно проводил время в кругу своих друзей. Все подробности у Саида Ахмадова. После 2 суток безрезультатных поисков Руслана Мартагова обнаружили у себя дома, в одной из частных квартир, что он снимает прямо в центре села Знаменское.
Узнав о пропаже, глава администрации Натеречного муниципального района Шамиль Куцаев, как бывший оперативник, лично возглавил его поиски. На второй день пропавший объявился сам. Мартагов признается, вся эта история с его исчезновением всего-навсего выдумки, стечения обстоятельств. Я наводил про вас справки, так как бывший начальник милиции, как бывший опер, все варианты испробовал, чтобы дойти до сегодня до вас, найти вас, переговорить с вами. Но я про эту квартиру не знал, правда. Это, пока мне сегодня, который я человек отправил, он говорит, у него вот тут неподалеку от вас съемная квартира есть, может он там. Мы приходим, вы на месте. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти оказались преувеличенными. Я 1 числа был на совещании. 1 сентября Мартагов принимал участие в совещании экспертного совета по вопросам легитимности ичкерийского режима, что проходило в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. По пути домой ему позвонил старый знакомый, пригласил в гости, чтобы отметить день рождения. Отмечали долго, разговор затянулся на несколько часов. И тут приходит известие, где-то уже во второй половине ночи, что у него родился внук. То есть день рождения деда и день рождения, получается, внука. Ну, естественно, наше снятие стресса продолжилось в усиленном темпе. Понятно. Телефоны, про телефоны я, можно сказать, забыл. Ну, думаю, позвонят, если что надо, значит. Родственники долго не могли дозвониться до Мартагова. Телефон был выключен. На следующий день, 2 сентября, старший сын по совету знакомых написал заявление в полицию и прокуратуру о пропаже отца. Учитывая прошлое Мартагова, родные сильно беспокоились. В период развала СССР и последующие годы он выступал против Ичкерии. И дважды за это был объявлен врагом народа. Приговорен шариатским судом к смертной казни. К тому же в последнее время на его телефон поступали анонимные угрозы в связи с этим, говорит старший сын Мартагова. Извините, журналист, Лилош Хильчтага, анонимный угроз Хилер, так, воник тогда не короче. Тана сатин хру, веган хру, так, херду, ухерду цагуш, пока аштар. Сом может по трассе проехать на аварим цаинати эла, тогда даст. Либеральные СМИ подхватили эту новость и начали, как обычно, в лучших традициях желтой прессы раздувать историю пропажи. Причем исчезновения напрямую связывались с руководством региона. Пытались в глазах общественности сделать из Руслана Мартагова влиятельного политолога, журналиста и правдоруба, который рискнул плыть против течения и, как следствие, поплатился за это. Однако все старания либеральных СМИ разбились как яйцо об стену, когда на второй день Мартагов все же обнаружился, живой и здоровый. После дружеских посиделок, которые продолжились всю ночь, он додумался подзарядить телефон и позвонить родственникам. Много пропущенных звонков. И позвонил, значит, сказал, что все нормально. А позвонили кому? Дочери позвонил, сыну позвонил, значит. А потом опять его на зарядку поставил, он отключился снова. Первый год, алхамдулиллах, дал хастам биох. Так, дикду могш мяшхлер уже боккабу элда. После того, как стало известно, что с Русланом Мартаговым все в порядке, никто из либеральных СМИ, «Новая газета», «Кавказский узел», «Кавказская правда», которых так сильно волновала его судьба, ни разу почему-то не поинтересовались и не позвонили, чтобы удостовериться в этом. Эта информация, она подана так, что она имеет тенденцию к продолжению. И вот это уже продолжение, если бы я сегодня не появился, это продолжение было бы направлено против выборов и против нынешней власти, и против всего на свете, значит. Но, как говорится, не получилось. Кавказ-центр, Кавказ-правда, там это такие сайты, которые могут написать все, что угодно. Ну, раз они написали, что я похищен, значит, это автоматом переводит стрелки на нынешние власти. Для Кавказ-центра и для Кавказ-правды это, как говорится, хлебом не кормить. Это недоразумение желтая пресса все же сумела обыграть в свою пользу. В преддверии любых важных политических событий в России из-за информационного голода либералы не брезгуют даже такими, в кавычках, новостями. Делают из мухи слона и преподносят это так, как им выгодно. Приходится признать себя виновным в отношении поднятия этой памяти. И просто прошу прощения у всех, кто за меня беспокоился, кто переживал.
Вот такой вот безответственный поступок привел к такой волнению. Эта история могла бы затеряться среди тысяч подобных, если бы не одно «но». Надвигаются выборы так называемой оппозиции, нужно отрабатывать доллары и евро, что рекой текут из Запада. А тут такой подарок. Человек пропал, стоит добавить немного желтых красок, интриги и дрожжей для раздутия, и очередная информационная бомба уже готова. Однако хэппи-энда для недоброжелателей не случилось, бомба не взорвалась. Герой жив и здоров. Саид Ахмадов, Азраил Ларсанов, Магомед Салтамурадов, Руслан Ихяев и Дауд Куруев. Новости. Рубрика «Радио Грозный» под названием «Наш район» набирает популярность среди жителей республики. Очередной выпуск программы состоится завтра в 17 часов. На этот раз актуальные вопросы и острые социальные проблемы озвучат жители столицы. Гость программы – префект Старопромысловского района Зелимхан Истамулов. Озвучить проблемные вопросы и пожелания можно будет, позвонив по телефону, который вы видите на экране. Начальником отдела МВД России по Грозненскому району назначен майор полиции Беслан Алханов, ранее занимавший должность начальника полиции в этом же райотделе. Нового руководителя личному составу отдела представил заместитель министра внутренних дел Али Тагиров. Он отметил, что, несмотря на молодой возраст, Алханов уже проявил себя как добросовестный и исполнительный офицер. По словам чиновника, кадровые перестановки эффективно скажутся на результатах работы правоохранителей. مستند هنا وسط الغيرش هم تحت الغيرش هم بال بوش وبلا سجتش حبيناه شو ووش برتاح ووش ديون قيتاقيتش شو بول دور بو الله يتسون كرت نجا عن بلغنا وش شو أخذ ديشتك ووش قيتم ووش لارم غيق وق إيوات إيت خل ديش دو بسلام أول ده تاع بركتي ويل تاريخ ويل. Иждивенческое отношение к жизни побуждают людей обвинять в своих бедах кого угодно, кроме себя. В их числе и жители Белготоя. Решить жилищный вопрос, улучшить материальное благосостояние – это лишь малая часть требований Абдуллы Алиева. К такому положению дела его привела несостоятельность распоряжаться собственным имуществом. Подробности у Хамзата Аюбова. Практически все видеообращения этого человека адресованы главе республики. В них некий Абдулла Алиев просит Рамзана Кадырова устроить на работу и предоставить жилье. При этом мужчина всячески обвиняет районную власть, а также окружение главы региона в несправедливости и игнорировании своих просьб. Выступающий путается в своих утверждениях, и его высказывания порой крайне нелогичны. سقميل داتون دائم ديشتك بس بصير دوتو غدي غرق ويقيت دلع ساغ ديخر دائما ناتو دوتش دولا يغدوت اخ داخن دول شتولو مشين ودينش خلار تعقيب الكش تاع دول مخورش يبوالغ اذا غدار دي شويزا تانت اتع لري ستواش دوش قران ديش تاغوقس. Сегодня родственники Алиева не знают о его месте нахождения. По их словам, еще 8 лет назад Абдулла ушел из дома своих родителей в Белготое, где проживал вместе с семьей младшего брата. Родные признаются, что не выгоняли его из дома. В одном из своих видео Алиев говорит, что неоднократно обращался в районную и сельскую администрацию с просьбой помочь жильем, где его несправедливо проигнорировали. По словам местных властей, подобных обращений от мужчины не было. Более того, от предложения забрать свой земельный участок мужчина отказался, объяснив это нежеланием жить в селе. Имам села, глава администрации этого села, его родные братья Ишбабана, Цаула, Бяха, Зудиалули, Бяха, Така, 2007 года, Кайчин Хасан, Юртаха, Латдар, нуждающийся, Долюч, Эдло выделить день. И Лат Лочайна, он отказался официально от земельного участка, потому что ша городское уша пригал стукалил штагу, ша Юртах, Бахам бин Юцадин, Уаху Ролшват, ша Кузавех Ролшват, он отказался. Об этом свидетельствует и глава администрации, и его родные братья, и несколько жителей села. Сам Абдул имеет не одно высшее образование. Учился в подмосковной художественной академии, обучался в Ираке, также получил множество средних специальностей. Однако работать никогда не торопился, говорят родственники. Всегда считал, что ему кто-то должен. В 90-х буквально выпросил квартиру у прежней власти, которую, к слову, продал еще тогда.
Жилюэл. Метавас иноли дуат шикук шиквак до стагуй стаг зуда цун помоса кук до цук чесвам до шуквак боцук тацаорит лошу. Странности в мужчине замечали и соседи. Учитывая все вышесказанное, родные Алиева решили обратиться к специалистам. Братья привезли его в Шалинский психоневрологический интернат. В разрешении этой непростой ситуации по просьбе родных Алиева участвует и глава администрации района. شو تناس عندين دين داتشو دات إشي وش قاخ جاوين مثلا هلا يو عجقاتين هو غاين هاي شو بين بلش فوق جديد ويش ما دات وين ما قاعد هورن لولا عين والغيل تجن شو تخلي الصين ما تيك وش دوين صين وتدلشون كورتيري اللي وش دو خصومت إتسوق كورتيري تا عموتيش تكودو تبيرو أجد ويق عم بيودو ماتيشوار وي مستور بيوم شو ماتيشوار شي ردنا شي وشي بيوم ماتيشوار. Однако любая попытка диалога с мужчиной сталкивается с агрессией и неадекватной реакцией. Разговор затягивается на несколько часов. Jag resel itu du hoxa syrt malla oelin jur lulkulla nik taksi tu en hajal el met chwade kustuisen el sen kanu ho bogon de kus el dusun el tu el sen och en zini ben shay yigert tu oh bank nis wachitin meng bot ulla eu chuchel as khasiyet duch dat om wekken ay kuri gaat in staat chuchel de megi aytni Meng mobar. Meng bu ist total küzg do dillen. Короче, мелдот este der kuza khilaqlos son tawalaqlos etqayn wash khilaqlos est son elder qo zayulene chudolar tsazem waran dius est olia recht son el mogsho son der. О состоянии Абдуллы Алиева можно будет судить только после обследования со стороны специалистов психоневрологического центра. Кроме этого, родственники мужчины намерены обратиться к богословам, чтобы проверить состояние душевного здоровья Алиева с точки зрения исламской медицины. Хамзат Аюбов, новости. В Грозном состоялся митинг, посвященный Дню гражданского согласия, единения и примирения, он же День Чеченской Республики. В мероприятии приняли участие общественники и студенты вузов. Организатором празднования выступило Министерство по делам молодежи. Сотрудники ведомства отметили огромный вклад первого президента региона в сохранение мира на чеченской земле, так как он предотвратил распространение в республике международного терроризма. Указ об учреждении праздника был подписан Ахматом Хаджи Кадыровым еще в 2002 году. И этот день стал началом объединения и укрепления чеченского народа. Празднование этого дня, я думаю, является чем-то с каждым годом особенным, вот, отдавая дань памяти тем, которых рядом с нами нету, вот, вспоминая те печальные исторические уроки, чтобы мы больше никогда не допустили ничего подобного на нашей земле. Я думаю, что это действительно праздник памяти, праздник объединения, праздник примирения. В Доме культуры имени Щиты Дильсултанова состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню Республики. В мероприятии приняли участие представители столичной мэрии, Федерации профсоюзов и кандидаты в депутаты. Свои лучшие хиты для гостей представили творческие коллективы Департамента культуры мэрии Грозного. Гости также вспомнили и о предстоящем едином дне голосования. Они призвали жителей прийти на избирательные участки и проголосовать за свое будущее. Ну а День гражданского согласия и единения в этом году в республике отмечают уже в 14-й раз. Единственной правильной, надежной и цахбенер, война гатигена, вой и поддержательна,
Делрез Халилсона. Шунмасана Махури, вы берите в сентября, выборщу. Так, милуш мог выбирать бешну, вы масара, что вы мех кюгалхо, мех даву вы хорш. Вы парламент депутатку, вы муниципальный депутатку, вы федеральное собрание депутатку, вы хорш, вы гончку, вы навостку. Шигмасяга, кайкам буди горду, берите локш сентября, масара. Хинцазвай махилары цахил эрендерлы, войн махкан пайдавек, войн волавек, харжа масяга эрдоллар дихардовшик. Дал эхабяки. 3 года труда и самолет готов к полету. Авиаконструктор Пахрудин Мусаев в домашних условиях сам собрал воздушное судно. Конструкция может набирать высоту до 4000 метров, хотя это только экспериментальный вариант мастера. Оценить самолет приехал и известный российский летчик-испытатель. Подробности у Ларисы Джабраиловой. За штурвалом Магомед Талбоев. Испытывать новый самолет летчика с мировым именем пригласил авиаконструктор Пахрудин Мусаев. Этот самолет – его детище, легкий и маневренный. Собирать его Пахрудин начал 6 лет назад. Своя у меня конструкция, потому что конструкцию в основном диктуют те материалы, которые ты можешь использовать. Этот самолет я планирую, будет условие, место, я его планирую доработать, модернизировать, улучшить, облегчить и сделать более эффективным. Прокатиться в кабине экспериментального самолета решил и министр по делам молодежи Мурат Тагиев. Конструкция и оборудование позволяют воздушному судну набрать высоту до 4000 метров. В воздухе этот самолет может провести почти 2 часа. Однако это время, по словам конструктора, можно увеличить, немного усовершенствовав аппарат. Сверхлегкая авиация, как называют ее специалисты, в России пока только набирает обороты. Летчик-испытатель Магомед Талбоев знает, что нужно сделать для развития этой отрасли в Чечне. Борьба с саранчой показала, какой урон они наносят. Даже если 10% этого ущерба было бы заложено на развитие малой авиации, создание малых аэродромов, сеть, инфраструктура, то вот это урон было бы полностью уничтожен. Но сам самолет хороший, никаких вопросов нет. К конструкторскому замыслу вопросов нет. Если один человек это сделал сам, без помощи конструкторских бюро, производственников, технологий, это говорит очень много. Я вообще считаю, что это маленький шаг одного чеченца, большой шаг для всех чеченцев. Пахрудин Мусаев пока единственный авиаконструктор из Чечни, собравший самолет, что называется, с нуля. Следующая цель – открытие мастерской и авиаклуба, где каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим летчиком. Лариса Джабраилова, Шамиль Ипиев и Луиза Юнусова. Новости. В спорткомплексе «Олимпийск» состоялась последняя тренировка участников первого тура соревнований предварительного этапа Кубка России по волейболу. Игры начнутся уже завтра и продлятся до 10 сентября. В них примут участие команды, представляющие города Грозный, Кемерово, Воронеж, Краснодар. Победители сыграют в полуфинале. Всегда выходим и играем на победу, но Кубок России для нас, скорее всего, подготовительная часть к чемпионату страны. Мы сейчас больше подготавливаемся, мы только что буквально на той неделе спустились с казино «Ям», были там на сборах, готовили функциональные возможности игроков. И сейчас вот первую неделю только занимаемся техническими видами с мячом, привыкаем к мячу, к залу. В Грозном встретили победителей и призера первенства мира по тайскому боксу, который проходил в столице Таиланда в Бангкоке. В нем принимали участие свыше 300 спортсменов из 40 стран мира. Тимур Сулумов, выступавший в весовой категории свыше 38 килограммов, одержал победу во всех своих поединках и завоевал награду высшей пробы. А Амирхан Закриев, проиграв в финале хозяину турнира, занял 2-е место. Таких результатов наши молодые спортсмены добились под руководством Рамзана Исиева. Впервые они участвуют на таком уровне. До этого на местном уровне на Кавказе тоже участвовали, результаты хорошие. В этом году они выиграли СКФО, Россию выиграли и попали на первенство мира. На первенство мира вот такой результат, 1-2 место. Это впервые у нас в тайском боксе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и хороших новостей.